В эфире бессмертный революционный гимн, песня о полководце Ким Чен Ире.中国共产党成立习近平作为庆祝改革。Голос Кореи. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственной Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ин созвал совещание ответственных работников Центрального комитета и провинциальных комитетов партии в главном корпусе Центрального комитета партии 7 июня. В работе совещания приняли участие члены Президиума Политбюро Центрального комитета партии Чо Йон Вон и Ким Ду Сун, секретари и заведующие отделами Центрального комитета партии и ответственные секретари провинциальных комитетов партии. На этом совещании, которое предшествует третьему пленуму Центрального комитета партии 8 созыва, во всех подробностях оценили реальные условия, в которых будут реализованы главные политические сроки во второй половине текущего года в конкретных цифрах, обсудили соответствующие практические вопросы. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ин рассмотрел на совещании актуальные вопросы, стоящие в государственной экономической работе и стабилизации жизни населения, и наметил важные задачи для их решения. Ким Чен Ин определил направление работы всех отделов Центрального комитета партии, правительственных органов и всех провинциальных комитетов партии, что нужно проводить в нынешние обстоятельства и направление ее исследования. Выразили решимость добиться реального поворота в государственной экономической работе и стабилизации жизни населения после предстоящего пленума Центрального комитета партии. Ким Чен Ин неоднократно подчеркивал то, что ответственным работникам Центрального комитета партии, правительства и всех провинциальных комитетов партии следует самоотверженно трудиться, чтобы честно справиться со славной ответственностью за судьбу Родины и народа, глубоко осознав свою миссию и долг. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи дал программные советы для решения ряда практических вопросов, стоящих в развитии экономики страны и повышении уровня материально-культурной жизни населения. Наблюдаются успехи в области легкой промышленности. На Синежской обувной фабрике идет ритмичное производство за счет утилизации отхода. Количественные жесткие текстильной фабрики перестраивают машины для использования утилизированных материалов и стараются повышать качество продукта. Потунгонская обувная фабрика внедряет технику и опыт передовых организаций. На ней установлен новый процесс производства из утилизированных материалов и сырья, что гарантирует регулярное производство. В этом играют свою роль инженерно-технические работники фабрики.
Кунгерская трикотажная фабрика расширяет ассортимент продаж с учетом спроса населения. В провинции Северный Чуан динамично развивает местная промышленность. Коллектив Амнуканского пищевого комбината строит процесс производства фруктовых консервов. Синежурский химчистзавод регулярно выпускает вкусные и питательные изделия. Завод химических обиходных предметов в уезде Тонмин оснащен процессом производства едкого натра из иглоуберита. Продукт будет использован для производства мыла. На пищевом заводе в уезде Кузан будет создан процесс производства сахара. Провинция делает упор на утилизацию отходов производства и на использование местного сырья. В городе Самджион, провинции Ранган, усердно занимается озеленением. Жители города стараются использовать озеленение растения из гор Пету. Везде можно видеть лишайник. На территориях Самджионского завода соевой пасты, Самджионского завода голубичных напитков и бани Самджион пустили корни сирень и боярышник. Коллектив городского озеленительного хозяйства повышает производительность деревьев с помощью активаторов корней и натуральных биологических активаторов. Он на научно-технической основе ухаживает за газоном и создает самобытные живые изгороди разной формы. Рыбопромысловые организации у Восточного моря подкрепляют береговые сооружения на случай тайфунов и цунами. Южноангельское провинциальное управление рыбного промысла делает упор на налаживание волноломов и пристаней. Аланское рыбопромысловое хозяйство забетонировало поверхность пристани площадью в сотни квадратных метров. Танцинский судостроительный завод при Симфонском объединении рыболовства на открытом море поставили на море металлические сетевые мешки с камнями, что будет первым ограждением дом. Подобная работа и занимается и другие провинции, такие как Северный Ангел и Калор. В режиме видеоконференции прошло расширенное заседание Азиатско-Тихоокеанского комитета поддержки мирного объединения Кореи. На заседании были представители названного комитета и Организации дружбы и солидарности с корейским народом и политические и общественные деятели разных стран. В качестве почетного гостя был приглашен сопредседатель оргкомитета Международного форума в честь исполнения флагманов из города Пету и председатель Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом Дамиан Огбоза. Сделал доклад сопредседатель Азиатско-Тихоокеанского комитета поддержки мирного объединения Кореи и посол Ассоциации городских и местных правительств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Вуд. Он сказал, что за минувшие 5 лет комитет согласно своей миссии организовал по случаю ведущих дат Кореи интернет семинар в региональном и международном масштабах и пропагандировал бессмертные заслуги великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Он также осудил против враждебных сил, угрожающих праву Кореи на выживание и развитие, и выражал поддержку непреклонной борьбе ее народа. Новый комитет будет активно знакомить с действительностью Кореи через веб-сайты и в более широком масштабе вести деятельность за дружбу с корейским народом и в поддержку его справедливого дела. На заседании учрежден устав комитета и был избран руководящий орган. Сопредседателями были избраны бывший премьер правительства Непала, председатель Индонезийского учредительного комитета финансовой помощи образованию Сукарно, председатель Отечественной партии Турции, секретарь Национального совета Компартии Индии, председатель Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, председатель Филиппинского общества солидарности и дружбы с Кореей, а сопредседателем и исполнительным директором посол Ассоциации городских и местных правительств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На заседании принято письмо в адрес Ким Чен Ына и опубликовано обращение к организациям дружбы и солидарности с корейским народом стран мира в 610-летия великого Ким Ир Сена и 80-летия великого Ким Чен Ира. В обращении пишется: в 2022 году прогрессивные народы мира будут отмечать 110-летие Ким Ир Сена и 80-летие Ким Чен Ира, которые отдали всего себя за свободу, независимость, процветание и развитие Кореи и оставили неизгладимые следы в истории мировой политики в 20 и 21 веках. Надо как следует готовиться к этим величайшим национальным праздникам корейского народа, Дню Солнца и Дню Звезды, и отметить их как общечеловеческие праздники. 2022 год будет очередным моментом в деятельности Организации дружбы и солидарности с корейским народом, международных демократических организаций и деятелей разных стран, создающих в честь революционной жизни и заслугам великих вождей Кореи, сделавших большой вклад в дело независимости стран мира.
Надо широко пропагандировать действительность Кореи, неизменно придерживающейся антиимпериалистической и самостоятельной позиции и служившей державой при всяких вызовах и испытаниях истории. В 2022 году исполняется 10-я годовщина с тех пор, как Ким Чен Ын избран на высший пост партии и государства Кореи. Горячо призываем широко пропагандировать действительность Кореи, которая под руководством Ким Чен Ына связывает идеи и заслуги вождей, предшественников и добивается нового скачка и развития в строительстве идеального общества людей и динамично вести деятельность в поддержку дела корейского народа. Обращение также выразило надежду и уверенность в том, что в ознаменовании 2022 года, как торжественного года человечества, будут выполнять миссию и роль оргпонтов международного форума в шести исполинах выходцев из ВРПТ, Организации дружбы и солидарности с корейским народом разных стран мира и друзья Кореи. Вы слушали последние известия. В студии Рю Бонг Чоль и Пак Чан Син.